Со специальным обращением к жителям республики выступил глава Коми Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Бурет Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня в своем видеообращении расскажу о плане социально-экономического развития республики Коми. Очень часто я сейчас об этом говорю, задаете вопросы вы, что же за план социально-экономического или программа социально-экономического развития республики. Поэтому сегодня более подробно расскажу, что это за программа и как мы сейчас готовимся к ее принятию на уровне правительства Российской Федерации. Итак, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам надлежит разработать программу социально-экономического развития республики. И мы, получив это поручение в ноябре прошлого года, практически сразу приступили к ее формированию. Задел был сделан, потому что когда я обращался к президенту, у нас уже были основные блоки этой программы, плюс вы помните, я тоже об этом очень часто говорю, что в прошлом году, еще летом 2021 года, мы согласовали и утвердили в Минэкономразвитии план диверсификации экономики республики. По сути, программа социально-экономического развития республики и план диверсификации должны быть, конечно же, увязаны друг с другом, потому что это одна территория и, по сути, одни задачи. Так вот, действительно, мы сейчас увязали оба этих документа, и 10 января уже этого года проект программы направили на согласование в Минэкономразвития. Сейчас совместно с федеральным ведомством дорабатываем, нам прислали замечания, и до конца января этого года мы должны уже с учетом замечаний Минэкономразвития представить для дальнейшего согласования со всеми федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь, конечно, это Минфин. И это будет достаточно непростое и сложное согласование. Что же включает в себя программа социально-экономического развития республики? Включает 7 основных направлений. Это комплексные направления. Первое – это экономика. Она включает, этот раздел, включает в себя мероприятия по поддержке занятости, созданию условий для инвестиционных проектов и для привлечения инвесторов, развитие агропромышленного комплекса, диверсификация экономики. Опять термин диверсификация, который тоже очень часто просят дать понятие, что это. По сути, это переход от известных и градообразующих предприятий, в основном это, если это Воркута, то это угледобывающая отрасль, на другие отрасли, не связанные с добычей и переработкой угля. То есть это дополнительное, в первую очередь, производство, следовательно, это дополнительные рабочие места, а следовательно, это заработная плата и налоги в бюджет республики, и повышение уровня жизни жителей республики. Второе направление – это территория проживания. Здесь мы говорим о мероприятиях по созданию безопасных условий для жизнедеятельности населения. Например, в Инте это консервация угольной шахты, потому что это обязательное условие для такого безопасного и комфортного проживания. Если говорить о комфортной городской среде, то это, допустим, мастер-план по развитию Сыктывкарской агломерации. Опять поясню, что такое мастер-план. По сути, это у нас сегодня есть целые кварталы старой деревянной застройки в Сыктывкаре, и нам нужно провести реновацию, и в это включается снос старого этого ветхого жилья, и на месте снесенных старых деревянных домов построить новые удобные для жизни кварталы, куда будет входить не только жилье, но и места отдыха, социальные, культурные объекты, детские сады, школы, поликлиники и так далее. Это тоже целым разделом входит в программу социально-экономического развития.
Следующий раздел – это модернизация объектов коммунального комплекса. Ну, очень важный объект и очень важное направление, потому что здесь речь идет о таких застарелых болячках. Например, в Воркуте это реконструкция Усинского водовода, в Инте это, по сути, создание нового водозабора, а в Усинске это тоже реконструкция действующего водовода, который тоже требует достаточно уже неотложных мер по реконструкции. Вот это модернизация объектов коммунального комплекса. По развитию системы здравоохранения здесь у нас войдет в программу создания арктического медицинского кластера в Воркуте, центр лечения вирусных заболеваний в Сыктывкаре. Прошу не путать это с инфекционной больницей. Это два совершенно разных объекта. Инфекционная больница на 100 коек у нас строится, а это центр на 200 коек. Для чего? Для того, чтобы мы при любом повышении уровня инфекционных заболеваний не закрывали койки в КРКБ и так далее. То есть не останавливали плановую медицинскую помощь в других лечебных учреждениях. Далее, это целый блок не вошедших в программу модернизации первичного звена, национальный проект. Это ФАПы, это участковые больницы, это ЦРБ, их ремонт или просто новое строительство. У нас не весь объем вошел в нацпроект, поэтому вот еще целый блок мы сейчас закладываем как раз в программу социально-экономического развития. Следующее направление – это развитие сети учреждений культуры и искусства. Здесь долгожданный национальный музыкально-драматический театр и реконструкция театра оперы и балета. Ну и объекты, еще у нас там 3 объекта культурного наследия Республики Коми. Также раздел или направление развития сети учреждений социального обслуживания. И 7-й очень важный раздел или направление – это снятие инфраструктурных ограничений. Что такое инфраструктура? Инфраструктура в обиходе – это дорога, это мостовое сооружение и так далее. То есть вот снятие, ну и, конечно, сотовая связь. Так вот, снятие этих ограничений – это значит создание дорожной сети, это значит строительство или ремонт мостовых сооружений и, конечно, новые вышки для того, чтобы покрыть всю территорию Республики Коми устойчивой сотовой связью. Вот эти 7 направлений – это основные направления программы по социально-экономическому развитию. Ну а цель, конечно, этой большой работы – это обеспечить комфортные условия проживания населения Республики Коми и создать устойчивый рост промышленности. Ну а это залог устойчивой основы экономики Республики Коми. После того, как мы программу полностью сверстаем и представим ее на рассмотрение в правительство Российской Федерации, нужно будет провести еще очень большой объем работы, как я уже сказал, согласование, стыковку, притирку. Сегодня уже у нас это примерно в объеме 300 миллиардов рублей. Программа эта по поручению президента должна быть выполнена до 2026 года. Поэтому, конечно, такой огромный объем денег и дополнительных мероприятий потребует очень большой работы, слаженной работы правительства Республики Коми. Ну и, конечно же, депутатского корпуса. Вот это основные моменты по программе социально-экономического развития Республики Коми. По эпидобстановке мы начали очень интенсивно расти. На сегодняшний день у нас 449 случаев за сутки заболевания коронавирусом. Вчера еще это было 274, но практически начали прибавлять чуть ли не в 2 раза. Это, конечно, очень ситуация непростая. Сегодня требует полное приведение в полную боевую готовность всей системы здравоохранения. Мы действительно закрываем
плановую медицинскую помощь, переводим всех и средний, и врачей, и средний медперсонал переводим на работу с вот таким высоким уровнем заболеваемости ковидом. Предполагаем, что по опыту Европы, где омикрон прошел, вспышка омикрона это примерно 5-6 недель, у нас началась вспышка практически, мы считаем, с 17 января, когда уже пошел предельный, такой запредельный рост. Поэтому это предполагаем, что вспышка продлится до конца февраля, ну и, может быть, затронет первую декаду марта. Но, тем не менее, все вот силы и средства нужно уже сейчас поставить в боевую готовность для того, чтобы реагировать, адекватно реагировать на вот такой огромный рост заболеваемости. По случаям среди заболевших вакцинированных, я всегда об этом говорю, вот из 449 заболевших сегодня 42 человека привитых, но опять же 31 человек из этих 42 это амбулаторное течение, то есть легкое течение заболевания. Соответственно, снова и снова я говорю о том, что, конечно, нужно вакцинироваться. По вакцинированным у нас на сегодня завершили вакцинацию 399 709 человек, ревакцинацию закончили 69 413 человек. По остатку вакцины у нас более 142 тысяч доз. Ну и, к сожалению, по умершим у нас сегодня за сутки умерло 6 человек, но опять же среди них не было ни одного вакцинированного. То есть умирают, к сожалению, все-таки не вакцинированные. Поэтому большая убедительная просьба, когда я всегда обращаюсь: берегите себя, берегите своих близких. Это значит, надо, если еще кто-то не привился, конечно, нужно вакцинироваться. На сегодняшний момент у меня вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.